Привет! Сегодня у нас 11 июля, 25 год. Ну что, время 8. Проснулся где-то, наверное, полседьмого. Все, пока там вещички подсобрал. Ну что, решил ехать. Поеду я, пожалуй. Вопрос только на чем. Часов в 9 или в 10 автобус подойдет до Магадана. Сусуман-Магадан. Гостиничка. Ну, вчера он перила сделали. Ребята приварили. Так, потихоньку ремонтирует. Дом он тоже ремонтирует. В общем, тут своя жизнь течет. Ну что, просыпаюсь где-то, не знаю, часов, наверное, 5. Что-то проснулся. Рука, плечо ломит, ноет. Сразу мысли, а не поехать ли на автобусе. Как я его сам буду толкать сейчас в перевалы в эти вел. Ну, ноет и ноет. Такая ноющая боль. Как будто что-то защемил. Вот повалялся, встал. Вроде болит, но не так сильно. Попробую. Да, наверное, выйду, поеду. Ох, эти медведи. Вчера сосед заселился. Серега. Все, с вахты едет, отработал. Домой, в Новосибирск. Ну, говорит, вчера ехали там со стороны Уснеры. То есть не туда, а оттуда, откуда я приехал. Ну, говорит, около свалки. Смотрим, медведь шарится там по свалке. Ищет. Ну, говорит, не мудрено, они позавчера, что ли, или вчера. Не, позавчера туда. Не знаю, сколько килограмм масла просроченного вывезли. Это килограмм 200, что ли. Ой. Ну, водителем работает. Короче, да, им там есть что пожрать. То они по свалкам и шарятся. А сейчас тут поеду, тут куча этих золотодобытчиков, приисков полно. И у каждого свалка своя. А там медведи шарятся. Ну, да. Короче, такая напряженка, блин. Если бы не медведи, все было бы клево. Едь, кати, перевалы. Черт с ними. А тут, да. Выйдет эта дура на дорогу, блин. И что с ней делать? А у меня ничего нет. Все говорит, есть перцовый баллончик этот? Я говорю, нет, откуда, блин? Ни здесь нет, ни в Якутске не было. Купил бы. О. Ладно, идем завтракать. Сейчас в столовке поем. Поем в столовке. И будем выдвигаться. Вот хотелось бы 9:30 или в 9:30 выехать. Ну, на крайняк машину поймаю, да доеду. Если уж совсем все плохо будет. С рукой, со здоровьем или с медведями. Ну, да, сегодня прохладненько. Сегодня прохладненько прям. Не жарко. Но обещают дождь к вечеру. Здесь, по крайней мере. Не знаю, поеду навстречу дождю, наверное. Или он меня догонит. Видно будет. Ну, прохладно, да. Будет градусик, посмотрю сколько. А вот на этом здании. О, сейчас и узнаем, какая температура. Столовка с 8 работает. Так что самое время. Нет, отсюда я так и не увижу. Вот здесь пройдем. Да. Ну, день отдыха всегда хорошо. Я прям, не знаю, отдохнул. Особо-то не устаю. Тем не менее. Так, что у нас там пишут? 10 или 11? 8:02. Ну, давай температуру. 11 градусов. Ну вот, да. Свежо у них здесь. Сибирь. Или как это, Дальний Восток, какой тут регион? Короче, тайга. Ладно, иду есть. Столовая номер 1. Ну вот и памятник Христову. Христов Владимир Кириллович. А в Сусумане лето, плюс 11. Да. Позавтракал. Все.
Иду в гостиницу, собираюсь и поехали. Что-то там дорогу катают. Блин, не знаю, как пойду с этой стороны. Вот такая вот композиция из камней. Ни надписи, ни таблички. Что это? Для чего это? Удивительно. Да. Ну ладно, пошли. Выбраться бы отсюда еще. 11 июля. Выехал с гостиницы на автовокзале, который. Ну все, 9:30. Сейчас машина подошла. Мяунджа, Магадан. Водитель подходит, что в Магадан? Я говорю, ну да. Он говорит, ну не знаю, ну, типа газельки такая. Говорит, не знаю, смогем, не смогем, вел. Я говорю, да ладно, я попробую сам. Поехать. Че, говорю, с медведями? Да что, говорит, встречаются? Не часто, говорит, но попадают. Да, благодарю. Вот, потерял вещичку, пойду я ее. А это вот дорога на аэропорт. Аэропорт. Туда, да. Ну, вон вел стоит. Город продолжает жить, а мы поехали в сторону Магадана. А там как получится. Сосуман на стене. 1398 километр. Ну, с 1400 будем считать. Сейчас он закончится. Стоит это определитель скорости. Моя скорость 12 пишет. Хорошо, ну так и есть. 12 по асфальту. Сейчас на грунты выйдем. В среднем 8-9. Да. Вот, веселенькие домишки. Угу. Ну вот здесь вот частный сектор, какой-то он предприятие, домишки старые, все. Ну есть какие-то жилые. Ну прям вот такой удручающий вид. Золотоносный край. Да, не для местных. Последнее здание, я так думаю. Сусуман. Ну вот, проехал 4300. Берелехский автокомбинат. Ну да, какие-то еще настроения есть и слева, и справа. Тут даже многоэтажечки стоят, пятиэтажки. Ну, что-то это прям разруха. Окна без стекол. Вот. Так. Ну, асфальт, да, хороший асфальт. Ехать классно. Ага, вон там типа мозаики как-то все сделано. Беларусь. Краны какие-то. Еще что-то, машины. Ну, олень. Ну да. Спутник. Магазин, наверное, был Спутник. Ну вот там, не знаю, живут, не живут, стекла есть, по крайней мере. Наверное, живут, вон машины стоят. Ну а здесь, да, пятиэтажки, похоже, жилые. 2, третья нет. Ну а тут разруха, вот. Все заброшено. Все кинуто.
Да. Ну, а там он, да, жизнь какая-то кипит. Машины, люди. Остановка. Да. Так, это был УАЗик. Это Москвич. Да, все такое. Вот с тех времен, видно, так все и осталось. Ой. Да. Тарелочки есть, значит, живут в двухэтажке. Угу. Ну, а здесь даже стен не осталось. Да, печалька. А вот 1402 километр. И ровно по нему закончился асфальт. Все, въехали на грунты. Будем... Так, теперь пылище. Ну да, дождя-то не было 2 дня. Ага. Тут даже 3, наверное. Вчера просто у них прохладно было. И позавчера. А до этого жарище. Да. Река Сусуман. Сусуман. Ну, прям сразу же. Тут же. Вон эти заброшечки. Речка. Ну, мелковато, да. И вот сразу за мостом Сусуман закончился. Ну, в общем, 5,5 километров от автовокзала. Все, погнали вперед. Так, первый указатель Магадан. Прямо. Мальдяк широкий налево. Ага. Ну, там широкий 35, что ли, 32 километра. 37. Нам туда не надо. Бурхала 63, Ягодная 98, Магадан 620. Вот горочка. Здесь лысая совсем. А тут лесок. Ну а Магадан, говорю. Сусуман вот тут. За этим хребтом. Там, да, там так и льет все. Вон тучи зависли над макушкой. Макушки не видать горы. Вон там где-то рычит медведь. Блин. Справа. Да, неприятное ощущение. Ну, а кто тут еще может рычать? Тайга. Блин, медведи эти. Да. Да, прибавляем газу, что есть. Он орет, рычит, поет. Блин. Вот так вот машинка не вписалась. Ну да, поворот. И вот она тут разлеглась. Ага. Это я сколько? 21 проехал от автовокзала. Да. Так. Ручей Лукич. Ну да, течет. А там какой-то совхоз. Сейчас доедем, посчитаем. А это Ягоднинский район. Вот мне и надо в Ягодное. Не знаю, сегодня получится, нет. Так, нам предлагают, что Полевой 20 проехать, Бурхала 49, Магадан 606.
Ну вот, Бурхала 49, полтинник остался. Так, а мы перерывчик устраиваем. О, надо что-нибудь съесть. Каких-нибудь сладостей. Оп. И передохнуть. Да. Все. Перерыв. Фух. Ну да, такой вот видок. Разработчики кругом были. Что-то таскали. Щебень. Вон машинка едет, пылит вся. Да. Фух. Отдых. Ну да, почти час 50. Или сколько я еду. Давай посмотрим, сколько я проехал. Так, 22 проехал. Ну, час 56, да, 2 часа. Пойдет. Ну, вон какие-то сооружения. На реке Амбардах. Так, худенькая речка. Вот, забираюсь потихонечку в перевальчик. Вон, горки. Красиво. А тут внизу все перемыто, перерыто. Там золотари вон стоят. Ну и там. Короче, вот такой пейзаж. Да. Река Тахсы. Ну и тут вон выработки идут. Отработки. Так. По мостам опасно. Сбавляем скорость. Ну. Так. Да, вон сколько всего тут. Я на Бурхалинском перевале. О, трал. Остановился парень, говорит, давай подвезу. Я говорю, о, давай. Не вытягивай, нога побаливает. Ну, думаю, заодно. Сейчас закинем туда. И доберусь. Фух. Вот так. В общем, это мое путешествие получается такое веломашинное. На попутных машинах добираюсь, да, в трудных местах. Ну и где мог, катил. Ладно, поедем. Он до города едет, а я посмотрю докуда. Может, тоже до города, а может быть, где-нибудь там в палатке выйду. Посмотрим. Дорогу сейчас покажет, что и как. Ну. Вот. Потом москвичи. Артель полевая. Москвичи, короче, узнали. Угу. Зашли сюда. Золотодобытчики, да? Да. Золотари. Угу. Сделали предложение хозяину, он даже сумку с собой не взял. Короче, просто уехал. уехал. Короче, все скупает потихоньку Москва. Да, артель все стоит. Угу. Работает. Уже года 2 стоят, не работают. А, берегут Все золото, да? распродают. Угу. Технику продают. Эрой. Бурхала 27. Ну вот 440 километр. Ну что, дорожка так ровненько. Чуть-чуть вверх ползем постоянно. Потихонечку вверх поднимаемся. Сейчас до перевала. А перевал засниму, посмотрим, какой он крутой. Нет, отсюда он нормальный. Подъем на перевал Бурхалинский. Километр. 7%. Ну что, погнали. Вот отсюда пешком и начинался бы мой путь. Вот так вот прям. Все. И километр. Нет, здесь подъем. Ну вот, предупреждают. Спуск с перевала Бурхалинский. Ну, в общем, я ленюсь. Не стал я никуда забираться пешком. Еду на машине. Вообще, это у меня поездка такая. Вело... 1000 километров. Ну, фотографироваться. Да? Ну вот, Бурхалинский перевал на вершине. Вот начинается спуск. Вот отсюда вот. И вот так вот туда. Все вниз. Ну тоже километр, 7%. Какие горы. Красота. Ну все, пора вниз. Поехали.
Короче говоря, вернулся комплект. Хоть немного забрал, починил. Поехали. Вот она, Бурхала, заброшка, все. Ну, наверное, живые кто-то есть, раз подстанция стоит, дежурный, да. Бурхала, прииск. Ну, как он раньше. Ну, понятно, заброшенная. А, здесь есть. Сейчас с другой стороны. Сейчас Макс что-нибудь расскажет про Бурхалу. Что знает? Сам проездом все время. Да, мимо. Не, я здесь, кстати, как-то делался. А, я спускался с Бурхалинского перевала еще на КамАЗе. У меня вырвало форсунку. Вот. И я сюда заезжал, короче, мне... Ну, Ремонтировался? залом, да, и я ремонтировался. Ну вот. Вот синие вот эти боксы. Вон синие те крыши, впереди, да? Это Мгм. вот артель. Он с вышками где, да. Да, Магадан, Колыма, моет золото до сих пор. Еще сколько будут мыть? Пока реки не кончатся, да? Да, здесь моют и моют. Сколько у нас подъемчик? 5% пойдет. Да, горы. Красиво. Море техники. Ну, вот так вот. Добывают золото. Ну, руду. Ну, а здесь страшненькие виды. Это не страшные виды, это правдивые виды. Да? Пахомыч ручей. Чей? Последний. Вот там посадочная полоса ягодная. Вот за этими барханами. Где-то там. Да. Ягодная скоро будет, да? Да, уже. Ну вот сейчас будет ягодная. 1504 километр ягодная. Ну да, горы. Административный центр Ягодинского района. Угу. Магадан прямо, Эльген налево. Ну вот. Ген заброшенный поселок, там уже Никто не живет? Сенокосный, там тоже человек 5. Там дорожка есть и все, золотари в основном. Синий забор, золотари. Короче, Стоянка запрещена, понятно. Заправочка. Ну да, районный центр. Не так себе. да. Так, что пишут? Магадан 523, Якутск 1502. Ну вот 500 километров осталось. Пакет с вещами. На ягодную посылку везешь. Вот. И вот приехал. Вот здесь остановился. Звоню, ну, девушка. Говорю, здрасте, я вам посылку привез, пакет. Она говорит, а как я вас узнаю? А, подъезжаю, выходите, я говорю, я на дороге стою. Вы на машине? Я говорю, да, а что за машина? Я говорю, красная малолитражка. Она вышла, нифига, говорит, у тебя малолитражка. Короче, ягода. О, там еще здание у них. Ну такой большой поселочек. Да, Прям. хороший. Мгм. Прям нормально. Да, не все так плохо. Ну, здесь, понятно, базы какие-то. Тут Магазин, там база, ну,
Угу. Так. Ручей Порфировой. Тут строят мост. Прям дорога будет ого-го. Сейчас, короче, ехали по асфальту. Ну, не знаю, километра 2, наверное. Кладут там еще. В общем, здесь будет дорога хороша. Со временем. Ну, а пока да. Пока все строится. Да, горы. Виды хороши. Когда вот отработок не видно, вот это переработанного всего. Вон что там сзади творится, смотрите. Красотища. Здесь, Тань. Давай. Может, дальше проедем, блин. Давай дальше. Тут сейчас они пылить будут прям. Ну, едем где-то, сейчас будем подъезжать. Мы между Ягодным и Дебиным встали, он ждем напарника, там у него вторая машина. Сейчас он что-то там запаску даст еще. Ну что, ну, в общем, дальнобойщики вот они ездят, ну, тоже такая работка. Вот разговариваем, беседуем. Ехать можно. Ну, тоже полно своих заморочек. Тоже непросто. Все непросто. Ну, а что по дороге? Здесь вот делают асфальт. Говорил уже, да? Асфальт кладут. Скоро будет асфальт. Ну, там мост сделали. Это... Ну, смотрю на природу, да, природа красивая, но пейзажи вот эти, где раскопано все, угнетает, прям вообще все перемыто, перерыто, около, вновь вдоль рек. А трасса вдоль реки, то одно, то другое идет. Ну, да, природу, так сказать, не берегут. Ну, зарастет, конечно, лет через 50, там когда-то все вырастет, все будет, ну, а пока тут, да, страшненько. Да, такая вот поездочка. Где-то на велосипеде, где-то пешочком. А где-то на машине с дальнобойщиками катим. Ну, тоже неплохо, я считаю, да, здесь упираться. Вон тут у меня карта. Поселки отмечены, где есть хотя бы люди. Вот еще Арутукан будет. Дебин, Арутукан. В Спорном нет никого. И все, и до Атки. А он говорит, в Атке только кафешка. И все, там нет ничего. Ну, короче, вот это вот до Карамкена ни жилья, ни... Живых нет, в общем, до Карамкена. Вот. Ну, вот так. Поэтому я сейчас доедем, сегодня где-то заночуем, не знаю, докуда у него там сил хватит. И завтра я где-нибудь выйду, если все нормально, может быть, около Карамкена. И тут докачу потихонечку. Да, такая поездка. Такое у меня велоавтопутешествие. Вот, в этот раз. И как автостопщик он половил машины. Но я не ловил ни одной, они сами все останавливают. Поедешь, поехали. Вот. Да, но может быть так и лучше. И для здоровья, и по времени, ну и для разнообразия. Природу я тут всю и так смотрю. Только ножками вот не покрутил. Много. Сегодня не знаю, сколько я проехал, посмотрю вечером. Сколько я там накатил. Ну вот. В общем, я считаю нормально. Должно быть разнообразие. И такие путешествия тоже полезны. И нужны. Может, кто не согласен, но это мое путешествие. Это я еду в Магадан. Ну все, догнали. Короче, сейчас будут менять два колеса. Беда, беда. Да. Будут менять парочку. Отсюда, сюда. Ну вот. А я пойду. Ну я вижу, да, я вижу, ну. А я пойду поснимаю природу пока чуть-чуть. Или машины. Медведи видел? Конечно, ни одного. А сегодня? Сегодня. И сегодня видел? Да. На перевале. На Бухале. Да? Помойки ковырял. Блин. А мы проехали нормально его прям. Ну, может, мы не заметили, но... А он ждал тебя, наверное, просто. Ну вот, вон еще машинка подъезжает, короче, тусуемся. Ну вот, медведи есть, на Бурхалинский перевал, говорит, в помойке там ковырялся. Да.
Ну вот так. Я говорю, пойду поснимаю. Говорит, не ходи далеко. Ну, и Завгар. Макс говорит, ну, говорит, не надо далеко ходить. Медведи тут, говорит, аккуратно. Да я говорю, я вот. Он говорит, ну, мало ли что. Вот он. Завгар. Ну вот так. С шутками, прибаутками сейчас какое-то время это займет. Ну и потом отъедем где-то, встанем. Будем ночлег разбивать. О, бивуак. О, уже спать охота. Вот что значит, когда ничего не делаешь. Работы нет. Физически. Есть особо. Тут забор какой-то. Там не знаю что. Что не... Оп. Ну, что-то сбор решать будут. Или решают, что они там. Пойду послушаю. Домкраты, еще что-то им надо. Да, нелегка водительская доля. Ну вот, одно колесико. Кранты ему. И вот второе. Ну, сейчас взрывные работы будут производить. Надо каску одевать. О, блин. Ну, короче, ремонт в самом разгаре. Короче, накачивают. Да. Так. Накачали газику. И появку. Так, одну поменяем. Можно копать. Не можно копать. Он просто уже проваливается ручка. Я поэтому... Ну вот колесо и готово. Все поменяно. И первое, и второе. Сейчас можно будет ехать дальше. Угу. Ну а здесь красивые цветочки. Главное, чтобы медведей не было. Остановились вот в таком живописном месте. Тут какая-то будка. Ну а здесь родник. Родничок. Так, Юра уехал, но мы его догоним. Ну вот и в Магаданской области есть чистые реки, ручьи. Вполне приличная вода. Вон желобки. Все, прям цивилизация.
Все обихожено, обустроено. Ну что, едем дальше? Река Рыбная. А вот и поселок Рыбный. 3 дома. То есть поселка нет. Какая-то контора работала. Тут даже не дома, это Ну, просто да. какие-то раньше гаражи были или что-то такое. Ну, сейчас узнаем, что у нас осталось. Вот до Дебина 34 километра. Дебин 31, сборная 54. Магадан 480. Магадан приближается прям вот, посекундно. Дебин впереди. Так, это 1572 километр. Так, потрясывать ним. Дебин. Или Дебин. Пост ДПС. Синегория, 33 км. Он туда. Ну что, вот мы и на Колыме. Вон значок. А вот и река Колыма. Сейчас мы до нее прям дойдем. Ну а здесь какой-то памятный знак. Что-то табличка. Подходить не буду, далековато. Ну, в округе вот. Горы, горы, горы. Старый кран. И река Колыма. Просто больше по трассе ее нигде нет. Это единственное место в Дебине. Дебин. Где она есть. Вот она, Колыма. Да, мы здесь. Ну а с этой стороны напоры старого моста. Что-то я их не заметил сразу. А они есть. Баржа затонувшая. Ну вот она, Колыма. Да, ну Чукотка 400 километров по реке. Холодно. Вот такие берега. Ну все, вот она, Колыма. А то на Колыме, вот мы на Колыме. Прям над Колымой. Как говорит, приезжайте к нам на Колыму. Вот, приехали. Ну все, отлично. Вот за деревьями поселок Спорная. Ну, нежилой. 7% спуск. Сейчас, может, кончится деревца, посмотрим. Было видно несколько зданий. Да, не видать ничего. Сейчас на спуске, да. Ну вот, заброшенные, сколько? 4-этажки. Ну а здесь спуск.
Какая-то речка. Сейчас узнаем. И горы. А это ручей спорный. Ничего не видел. И 7% подъемчик. Поехали. Выедем. Попробуем, по крайней мере. Разведчик. Как называется этот ручей? А мы все едем. Я бы уже встал, а мы едем. На велосипеде тоже пора. Оро-Тукан. Реконструкция моста идет. Короче, въехали в Оро-Тукан. Что-то прям вообще не радует видом. Заброшка, заброшка. Сейчас посмотрим, где-то должно быть и жилые дома. Проехали Оро-Тукан, остановились в какой-то Ларина, что-то такое. Там вот поворот туда, дорога идет на Симчан. Вот в ту степь. Поворот. А, вон он указывает. Устье Николаимская ГЭС. Туда. Поворот на Симчан. Ну а мы сейчас перекусим и на ночевку вот здесь где-то встанем двумя машинами и будем стоять и ждать утра. Спать. Да. А он обходит машину что-то. Машину пошел обходить. Ну вот это Юрий. Ну что, обычный ужин. Печень, солянка, компот. Сытно. Ну все, теперь где-то здесь сейчас встанем.